Adler. Деревянный пол, ремонт и нанесение покрытия. После интенсивной нагрузки на ваш деревянный пол в течение многих лет не помешало бы нанести на него новое покрытие. В этом вы можете положиться на продукцию Fluor от Adler. Эти продукты легко применить, и они подходят для любых пород древесины. Для того, чтобы правильно восстановить деревянный пол, необходимо равномерно отшлифовать его до самой древесины. Для этого вам понадобится ленточный шлифовальный станок. Дощатые и паркетные полы шлифуются по-разному. Технолог компании Adler с радостью подскажет вам верный способ. Вторую шлифовку необходимо выполнить зернистостью 80. Шлифовка осуществляется по диагонали в противоположном направлении. При третьей шлифовке двигайтесь вдоль текстуры древесины. Шлифовку проводите с помощью шлифовальной шкурки зернистостью 120. Выполняя последнюю шлифовку, снова используйте зернистость 120. Двигайтесь в противоположном направлении. На каждом этапе шлифовки обрабатывайте края с помощью машины для шлифовки пола у плинтусов. Что касается приклеенного паркетного пола, тут вы можете избавиться от мелких трещин и швов перед последней шлифовкой, используя Floor Fill от Adler. Для этого перемешайте Adler Floor Fill с чистой шлифованной пылью. Так вы получите оттенок, соответствующий оттенку вашей древесины. Плотно замажьте трещины и швы этой похожей на шпаклевку массой. Дайте обработанным местам высохнуть в течение 1–1,5 часов. Затем выполните тонкую шлифовку, зернистость 120. Удалите пыль, основательно очистите пол, прежде чем начнете наносить на него покрытие. Налейте грунтовку Adler Fluor Start в емкость для окраски. Окунайте инструмент в этой емкости. Грунтовка быстро впитается в только что отшлифованный пол, и на нем не останется никаких пятен. Наносите грунт Adler Fluor Start при помощи специального валика с коротким ворсом. Для обработки углов подойдет кисть для нанесения лака на водной основе. Наносите продукт полосами и следите за тем, чтобы на стыке отдельных участков покрытие выглядело равномерно. Дайте грунтовке высохнуть в течение примерно 2 часов. 2 раза нанесите на пол лак Adler Fluor Classic по направлению текстуры древесины. Первый слой должен высыхать в течение приблизительно 4 часов. После этого необходимо осуществить легкую промежуточную шлифовку пола с помощью шлифовальной шкурки зернистостью 120. Для этого вам понадобится шлифовальная машина с эксцентриковым кругом. С дисковыми шлифовальными станками должны работать только опытные мастера. В противном случае можно повредить пол. Пропылесосьте и вытрите пол, прежде чем нанесете на него лак Adler Fluor Classic во 2-й раз. Этот слой высохнет уже через 8 часов. И по полу снова можно будет ходить. Позвольте вашему свежеобретенному полу отдохнуть в течение 8 дней. По истечении этого времени лак окончательно затвердеет и станет наиболее устойчивым к моющим средствам. Мебель, которую не нужно передвигать при использовании, можно вернуть на место уже через 24 часа. Для обработанного пола маслом Adler также предлагает простое решение в виде экологически чистой продукции Legna. Соответствующие рекомендации вы можете получить, посмотрев видео от Adler «Покрытие паркетного и деревянного пола маслом». А все необходимые продукты вы найдете в офисе Adler, неподалеку от вас, или сможете заказать онлайн по адресу adler-lake.com.ua.